В Илишевском историко-краеведческом музее проходит персональная выставка «Деревянная дива» нашего земляка, уроженца села Исанбаева, мастера резьбы по дереву Камиля Давлетова, ныне проживающего в Ивановской области. Камиль Галимьянович обладает необыкновенным даром создавать из простого куска дерева удивительные шедевры. Он носит звание «Народный мастер Ивановской области». Я Камиль Давлетов, уроженец деревни Исанбаева. Я занимаюсь выбеливанием, вырезанием из дерева. Начал заниматься резьбой по дереву лет 10, наверное, назад. А так к рисованию увлечение было с детства. Помню, в школе стенгазеты рисовали. Потом я уехал в Ивановскую область. Там начал немного заниматься оформительскими работами. Потом устроился в школе учителем рисования, черчения, труды вел. Начал вырезать сначала небольшие скульптуры, как здесь музей находится. А потом теперь уж я занимаюсь резьбой бензопилой, садовые, парковые скульптуры выпиливаю. Его талантливым рукам подвластны береза, осина, дуб. Камиль Галимьянович владеет техникой объемной и геометрической резьбы по дереву, демонстрирует прекрасный художественный вкус в декорировании своих изделий. Мастер не стоит на месте, постоянно развивается, пробует себя в роли иконорезчика, портретиста, таксидермиста. У каждого экспоната свой характер, душа и предназначение. Вот, например, работа у меня ключница сувенир для рыбака. Здесь чучело головы судака. И крючки сделал я для ключей. А сама чучело делается, я делаю так. Сначала надо поймать рыбку, конечно, естественно. Потом голову надо солить минимум 3 недели. Минимум 3 недели. А потом высушивать надо тоже почти месяц, наверное. Главное, ставить надо распорки вверх-вниз. Поперек тоже. Внутри забивается, хотя и бумагой я сам лично забиваю внутри, чтобы не рассохлась. Вот она бывает рассохнется. А глаза просто клеем из пистолета заделываю, потом и подкрашиваю сам. Дело мастера Камиля Давлетова играет большую роль в возрождении, продолжении и развитии старинного ремесла. Он является примером для подрастающего поколения, способен увлечь других не только готовыми изделиями из дерева, но и процессом, технологией и секретами их изготовления. Также в историко-краеведческом музее впервые побывала выставка национальных костюмов из города Ульяновск. Здесь посетители смогли переодеться в царя, султана, барыню и в другие исторические костюмы разных народов и национальностей. В этой выставке мы постарались отразить традиции, культуру нашего народа. Традиции и культура отражались прежде всего в одежде. И поэтому очень важно знать не только сказки, былины, легенды своего народа, но и то, как он одевался. У каждого народа есть очень интересные обычаи. Вот, посмотрите, это костюм молодой чувашки, низовой чувашки. Немножечко стилизованные, но узоры, цвет передают истинный характер чувашского костюма. На голове шапочка называется тухья. Шишечка на тухе означает, что девушка пока еще не замужем. У чувашей, например, был такой обычай. Если девушка приходила на работы, скажем, на полевые работы в праздничном костюме, вот в таком, ее обливали холодной водой. Обычай, конечно, веселый, мы его наблюдали на фестивале чувашской культуры, но этот обычай показывает, насколько люди серьезно относились к тому, в старину, в древности, кто, когда, в какой одежде выходит из дома. Этому придавали большое значение. На выставке были представлены копии мужских, женских, детских костюмов, а также головных уборов, украшений, предметов быта XV-XIX веков. Именно в национальных костюмах отражается история, традиции, обычаи и быт народа, которые передаются и будут передаваться из поколения в поколение.